Обновленная Октябрьская площадь в Ухте стала лучшим в республике и реализованным проектом программы «Комфортная городская среда». Это итог регионального народного голосования в официальной группе «Республика Коми». Теперь это место в исторической части города особая гордость ухтинцев. И Виктории Науменко. Октябрьская площадь Ухты давно ждала капитального ремонта. Это подтвердил и результат прошлогоднего голосования горожан. Они сами выбрали это место для благоустройства в рамках программы «Комфортная городская среда». Ее главная особенность как раз в том, что люди решают, какую территорию нужно благоустроить в первую очередь. Несколько общественных территорий в Ухте было выставлено на голосование. Жители сами решили, какую территорию они хотят благоустроить. Деньги на благоустройство основная часть республиканская, софинансированием местного бюджета. Работы выполняла по контракту Коми дорожная компания. Стоимость проекта около 30 миллионов рублей. Уличное освещение обошлось в 600 тысяч. Им занимался Горзеленхоз. На площади заменили асфальт, восстановили газоны, поставили скамейки и урны, заменили коммуникации, отремонтировали фонари и, самое главное, обновили фонтан. В проекте реконструкции постарались учесть его первоначальный вид, опять же по настойчивым пожеланиям горожан. Фонтану 70 лет, и за последние 20 он претерпевал самые разные изменения, в том числе неоднозначные. Многие ухтинцы помнят ту историю со слонами вместо рыбок, но сейчас, после реконструкции, он наконец приобрел свой исторический вид. Всех нюансов и деталей после обильного снегопада не видно, но коммунальщики уже на подходе. Архитектурные формы фонтана сделали такими же, как 70 лет назад, только из долговечного материала. Внесли и современные детали. Сам фонтан изнутри подсвечивается. По периметру чаши установили водонепроницаемые лампы. Ремонт Октябрьской площади и фонтана мэр Ухты назвал одним из главных достижений минувшего года. В восторге от нее и горожане. Вообще супер нравится. Мне даже нравится то, что сделали ограждение. Хоть мусор не будут кидать. Отлично. Прям хорошо. Я пару дней назад приехал из Питера. Прям удивился, что что-то сделали. Красиво, прикольно. Нравится. Вот здесь был шар, он очень нравился. Ну и фонтан. Ну, конечно же, обновленный фонтан особенно нравится. Ну, сейчас больше ничего не видно, но здесь тоже новое покрытие асфальтобетонное, ограждение красиво, замечательно. В рамках программы «Комфортная городская среда» в 2020 году в Ухте также благоустроили 10 дворов, отремонтировали 7 тысяч квадратных метров асфальтового покрытия, установили 24 урны и 11 скамеек по 8 адресам. Дополнительное освещение по 5. В 2 дворах установили ограждения и обустроили дополнительные автостоянки. В одном из дворов смонтировали спортивный комплекс. В этом году дворы будут также благоустраивать в порядке уже установленной очереди. Именно те, которые первые в рейтинге стоят. Мы таких и делаем. Потому что, не совсем было бы правильно людей, да, если они там подали заявку, были 5-й, а их вдруг отправлять на 100-й, потому что надо какой-то другой двор. Это на общественной комиссии мы все вместе принимали такое решение, что будет формироваться перечень, и он будет идти независимо от годов, когда это было, а именно идти от того самого первого дня. В этом году в рамках программы планируют благоустроить 21 дворовую территорию, но с учетом дефектных актов и обсчитанных смет ремонт около 10 дворов перенесли на 2022 год. Из общественных территорий в этом году благоустроят тротуары на центральных улицах Яриги и Водного. Все работы планируют завершить до осени. А уже 26 апреля в Ухте стартует новое народное голосование за объекты, которые благоустроят в рамках комфортной среды в 2022 году. Виктория Науменко, Павел Лагутин, телеканал Юрган, Ухта.